Следующее движение – равномерное движение по окружности. Это движение, при котором тело за равные промежутки времени проходит по окружности одинаковые пути. То есть это движение по кругу, но по модулю скорость остается постоянной. Здесь нужно понять несколько терминов. Первый термин – это у нас период. Время, затраченное на один полный оборот, у нас называется период. Например, если тело совершает по окружности один полный круг за 2 секунды, то получается период у нас равен 2 секундам. Следующий термин – это частота, количество оборотов за единицу времени, то есть это количество оборотов, которые тело совершает за 1 секунду. Связь между периодом и частотой у нас пишется вот таким вот образом. T умноженное на ню равен всегда единице. Частота у нас измеряется в герцах. Следующее. Угловая скорость. Угловая скорость обозначается буквой омега. Это тот угол в радианах, который мы проходим за единицу времени. То есть угловая скорость – это отношение пройденного угла в радианах на время. Или если писать угловую скорость для полного одного оборота, при совершении полного оборота мы проходим 2π радиана, а затраченное время на полный оборот у нас период равен периоду, поэтому угловая скорость получится 2π на t, либо если t заменить на частоту, то получится 2π ню. Так как мы измеряем угол в радианах, единицей измерения угловой скорости является радиан в секунду. Пример. Угловая скорость тела, которое поворачивается на 60 градусов за 2 секунды. Сначала нам нужно будет необходимо градусы перевести в радианы. 60 градусов это у нас φ, φ равен 60 градусам, а 180 градусов это у нас π радианов. Отсюда, если вычислить пропорцию, то получится φ равен π делить на 3 радиана. Вот если находить угловую скорость по формуле, то омега равна φ делить на t. В данном случае у нас угол это π деленное на 3, а время у нас 2 секунды. Поэтому получится угловая скорость равна π деленное на 6 радиан в секунду. Следующий пример. Угловая скорость тела, которое совершает один оборот вокруг кольца за 5 секунд. Угловая скорость равна 2π делить на период. Так как у нас здесь дается период, можем написать именно вот эту формулу. 2π деленное на 5 радиан в секунду. Получится у нас ответ. Следующая у нас линейная скорость. Линейная скорость – это величина пути пройденного за единицу времени по окружности. То есть, допустим, тот же пример, если совершить один полный круг по окружности, то мы проходим 2πr расстояние. Это длина окружности. На это мы тратим время, равное периоду, поэтому у нас получится скорость из формулы s делить на время, то есть из формулы s делить на t. В данном случае путем у нас является 2πr, а временем является период. Поэтому линейная скорость у нас получится 2πr деленное на t, период. Если заменить период на частоту, то получится у нас формула 2πr ню. И сразу отсюда можно записать, что 2π ню это у нас равна омеге, то есть угловой скорости, поэтому линейная скорость равна омега r. Пример. Найдите линейную скорость тела, движущегося с частотой 20 Гц по радиусу 0,25 метров. Здесь линейная скорость равна у нас омега r, так как дается у нас частота и радиус. Вместо омеги я могу написать 2π ню умноженное на r. Отсюда, если подставить значение, 2 умноженное на π умноженное на 20 Гц умноженное на 0,25 метра. Итого у нас получится угловая скорость 10π метров в секунду, или вместо π я могу ставить 3,14, поэтому получится 31,4 метров в секунду.
Следующее у нас центростремительное ускорение. Центростремительное ускорение – это ускорение, поворачивающее к центру направления движения тела, движущееся по кругу. Формула центростремительного ускорения нам дается вот в таком виде. А центростремительное равно v квадрат, деленное на r, или вместо v, если использовать угловую скорость, то получится у нас омега квадрат r. Единица измерения центростремительного ускорения, как и у любого ускорения, метр секунд в квадрате. Рассмотрим пример. Шар, вращающийся равномерно по кругу радиусом 28 метров, движется со скоростью 14 метров в секунду. Ускорение шара. А центростремительное равно v квадрат на r. У нас скорость 14 в квадрате, деленное на 28. Отсюда у нас получится 7 метров в секунду в квадрате.